Добрый день, коллеги, дамы и господа. Приветствую вас на пресс-конференции информационного агентства «Спутник Южной Осетии», посвященной проведению Дней абхазской культуры в Южной Осетии. В гостях пресс-центра министр культуры Абхазии Даур Ковы. Рада вас приветствовать и спасибо, что Спасибо. нашли время в вашем плотном графике и посетили нашу пресс-конференцию. И, Даур Вадимович, вы не впервые посещаете Южную Осетию, но впервые в рамках Дней абхазской культуры. Расскажите, кто был инициатором этого интересного проекта и насколько важно проводить подобные мероприятия? Да, добрый день. В первую очередь большое спасибо за приглашение к вам в студию. Это действительно не первый раз. Я часто приезжал в Цхинвал и хочу сказать, что всегда чувствую себя здесь как дома, потому что всегда нахожусь в окружении родных и близких людей. Вот. Что касается проведения Дней культуры Республики Абхазия в Республике Южная Осетия, скажу так, это совместная наша идея была с министром культуры Южной Осетии, с уважаемой Радой Филипповной. И я об этом говорил и с удовольствием повторюсь. Я безумно счастлив, что сегодня министром культуры является именно такой человек, которая делает все для того, чтобы продвигать культуру на совершенно иной, новый, качественный уровень. Вот. Идея была наша совместна, и с момента обсуждения этой идеи до момента ее реализации, хочу сказать, прошло, наверное, месяца полтора. Я думаю, это очень быстро. И вот сегодня у нас есть возможность представить в Братской Республику частичку нашей культуры. На ваш взгляд, вот какие мероприятия в рамках Дней абхазской культуры пришлись по душе осетинскому зрителю? Сложно мне оценивать, наверное, это сам зритель, сами жители и граждане Южной Осетии дадут оценку нашим коллективам, которые здесь представляют свою программу. Дни открытия у нас было представлено показом спектакля «Третий день войны». Это Государственный молодежный театр. Вот. И сегодня на закрытии Дней культуры у нас будут выступать наши эстрадные певцы и, соответственно, наш государственный ансамбль песни и танца. Единственное, конечно, о чем мы думаем, и мы говорили об этом с коллегой, очень мало дней. Вот, и мы планируем, думаем над тем, чтобы привести коллективы даже вне рамок Дней культуры, вот, привести, чтобы была возможность поездить по районам республики, дабы жители все могли увидеть частичку нашей культуры. Вы уже это обсуждали с министром Мы культуры Радой предварительно говорили с Филипповной? ней об этом, да, мы предварительно говорили. Хочу сказать, забегая немножко вперед, что у нас есть как бы много планов, которые мы обсуждаем, потому что этот год, как для Абхазии, так и для Южной Осетии, он юбилейный, проходит ряд мероприятий, будут проходить в рамках этих юбилейных годов. Ну вот и думаем, как нам сделать даже ряд совместных мероприятий. Вчера вы сказали, что состоялся показ спектакля «Третий день войны», и, наверное, этот спектакль был выбран не случайно. Вот можно подробнее об этом рассказать? Да, на самом деле спектакль достаточно тяжелый, эмоциональный. И почему мы сделали выбор именно на этой постановке, на этом спектакле? Мы сегодня, наши страны, наши народы, слава богу, движемся вперед, у нас идет развитие. Вот. И я все-таки думаю, что забывать ту историю, которая была, мы не вправе. И мы должны сделать так, чтобы эта история, конечно же, не повторилась, но молодое поколение должно знать, должно помнить. Поэтому мы посчитали как-то достаточно символично, вот именно в этот год, это и год признания независимости наших республик. В Абхазии мы отмечаем 30 лет со Дня Победы. Вот, поэтому посчитали, что это спектакль, это фактически наша история. Как вчера было сказано,
Если просто взять этот спектакль, перевести на осетинский язык, вот будет та же самая история, с которой мы, к сожалению, все сталкивались. Вы уже договорились об ответном визите Южной... Да. да, Да, да. да, Расскажите, у нас нам есть интересно. тоже предварительные договоренности. Мы планируем, наверное, ориентировочно в конце мая, в начале июня будем ждать наши братские коллективы уже в Абхазии вот, для проведения Дней культуры Республики Южная Осетия в Абхазии. Вы упомянули, что вы готовите также совместные мероприятия к 15-летию признания независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия Российской Федерации. На самом деле это знаковое событие. Наши народы к этому шли очень давно. Можете открыть завесу тайны и рассказать об этом? Да, идея такая есть, и мы вчера обсуждали, вот у нас будет возможность еще обсудить более подробно. Идея заключается в том, чтобы сделать какое-то совместное мероприятие. Пока не могу однозначно сказать, что это будет, в каком это будет виде, будет ли это танцевальный коллектив, будет ли это там вокальная история, дети. Посмотрим. Мы сейчас думаем над тем, какую такую изюминку красивую подать нашим народам. Но я уверен, что получится красиво и очень интересно. Не сомневаюсь в этом, Дар Вадимович. Учитывая, что мы живем в век интернета и телевидения, театры и национальная культура отходят для молодежи на второй план. Каково ваше видение на вопрос популяризации культуры, в которой заложена наша национальная идентичность? Знаете, я бы не говорил совсем критично, что сегодня культура отходит на второй план. Да, абсолютно с вами согласен. В век интернета, конечно, у молодых людей, может быть, немного смещаются интересы, делаются акценты на другие вещи, но культура, вы правильно отметили, культура – это то, где заложен наш генетический код. И посредством и наших танцев, и наших народных песен, и тех же самых спектаклей, это все, что из поколения в поколение передает нашу культуру, наши традиции, наш быт. Поэтому я уверен, что именно посредством культурных мероприятий, посредством реализации разного рода мероприятий, молодые люди как раз и будут втягиваться. У нас, я вот вчера обратил внимание на спектакле, в зале было достаточное количество молодых ребят, которые с интересом смотрели, и на концерте нашего госансамбля было очень много молодых ребят. То есть это вселяет надежду, что у молодых все-таки есть желание, стремление и интерес видеть все это. Спасибо. Коллеги, может, вопросы? Да, пожалуйста, Ирина. По каким направлениям будет развиваться сотрудничество между Южной Осетией и Абхазией в сфере культуры? По всем. Вы знаете, спасибо за вопрос. На самом деле мы с Радой Филипповной тоже обсуждали эти темы. У нас сегодня мы будем развивать направления, связанные и с вокалом, и с хореографией. Вот здесь прекрасный ансамбль, здесь прекрасные коллективы, которые исполняют народные песни. Вот здесь есть детские коллективы. И одно из интересных направлений, которое для нас оно новое, вот, и я думаю, и для Южной Осетии, но мы постараемся подумать, как нам это направление развивать, это сфера кинематографа. Вот, мы подумаем, может быть, о возможности создания некого совместного фильма. Ну, вот есть такие мысли. Посмотрим, как у нас это получится. Дар Вадимович, вы уже попробовали наши остинские пироги? Я не сомневаюсь, что Рада Филипповна вас уже угостила. Что вам больше нравится из национальной кухни? Знаете, очень вкусная кухня. Особенно, когда все это готовят с душой, когда это преподносят как родным, дорогим братьям, эта еда, она становится вдвойне вкуснее. И
Я вам хочу сказать, когда приезжаешь в Южную Осетию на несколько дней, и потом уезжаешь, это всегда плюс энное количество килограммов. По-другому не получается. На самом деле великолепная кухня. Я хочу сказать, я вчера тоже коллегам рассказывал, очень нравится домашнее осетинское пиво. Нигде подобного я просто не встречал, и я думаю, ни у кого такого вот просто божественного напитка его нет. Я во многих странах бывал, пробовал национальные и блюда, и напитки, но вот с чем сравнить осетинское пиво, я не знаю. Оно очень Это что-то вкусное. божественное. Да, да, согласна. А вот расскажите, какая культурно-развлекательная программа вас ждет или совсем нет времени на это? Вы знаете, в этот раз, вот я говорю, у нас так получилось, что мы приехали фактически 2 днями. И эти 2 дня график он настолько вот плотный, это и встречи, и обсуждения, и, соответственно, открытие, сегодня закрытие. Поэтому, в принципе, мы, как бы, что касается там поездок куда-то в районы и так далее, ну, сейчас у нас это не запланировано, но так как я не первый раз, в принципе, в Южной Осетии, хочу сказать, что в разное время я побывал практически, наверное, во всех уголках красивой страны. Но вот сегодня даже я видел маленький видеоролик, где были показаны очень красивые места, высокогорные озера. Вот, там я не был. И я понял, что еще я не везде бывал. Есть к чему стремиться. Есть повод вернуться Есть и повод. посетить Да. это. А мы вам поможем. С в этом. удовольствием, с удовольствием, с удовольствием. Ну что ж, коллеги, если нет вопросов, мы завершаем пресс-конференцию. Наше спасибо, что нашли время и посетили наши мероприятия. И удачи, и до новых встреч.